Сегодня у нас в проекте «Индийская ведическая кухня». Ведическая кулинария – это знание о том, как готовить вкусно, красиво, полезно и разнообразно. Угощения индийской кухни предназначены для того, чтобы порадовать дорогих сердцу повара людей, родных, друзей и доброжелателей. Ни один житель Индии не сядет обедать, пока не накормит кого-либо. Главные черты индийской кухни – преобладание вегетарианской пищи с использованием специй. А благодаря употреблению бобовых культур, овощей и риса, эта пища становится еще и полезной. В Индии есть фраза, называется «Джайса анна, вайса манна». Как вы едите, а так ваш ум будет. Поэтому нам надо свежие пищи и легкие пищи для хорошего настроения, для хорошего здоровья, которые спокойно переваривать, тогда наш ум тоже спокойный. Самое важное, кто готовит для кого и какое настроение. Даже понимаете, ваши препараты самые одинаковые, но когда у вас эмоции есть, вкус совсем меняется. Если позитивные эмоции, получается позитивная еда. Но вкусная, красивая. И даже для здоровья, для состояния ума это очень полезные вещи. Ведическая кухня – это вегетарианская кухня. По мнению Шарада Бакши, при правильном вегетарианском питании в организм поступают все необходимые витамины и вещества. И Индия является хорошим примером полезности вегетарианства. Большинство индусов – вегетарианцы. При этом на сегодняшний день индийская нация считается очень здоровой, а в стране наблюдается значительный прирост рождаемости. Наша сегодняшняя героиня Марина Карпова, преподаватель кулинарных курсов «Секреты ведической кулинарии». Она уже много лет увлечена этим направлением. Марина ведет активную жизнь в социальных сетях. У нее есть группа ВКонтакте «Секреты кулинарного искусства» и свой канал на Яндекс.Дзене. И даже свой YouTube-канал, где она рассказывает об особенностях и преимуществах вегетарианства и ведической кухни. Ее ижевская квартира – это своеобразный центр не только индийской кухни, но и культуры. Здесь часто собираются гости, увлеченные этой темой. Все вместе они поют национальные индийские песни и, конечно же, вкусно готовят. Намасте, дорогие друзья! И сегодня у нас индийская кухня, а готовить мы будем с Мариной. Марина – преподаватель курсов ведической кулинарии. Секреты кулинарного искусства. Посмотрите, как нас сегодня встречают в этом замечательном доме. Сколько здесь на столе всего, как мне кажется, очень вкусного и необычного. И поэтому, Марин, давайте расскажем зрителям, что у нас вот здесь вот за такое роскошество. Все самые прекрасные блюда на свете – это блюда, рецепты которых были сохранены в Индии. Почему? Да потому что только в семье, когда какой-то праздник у каждого члена семьи, он угощает своих друзей, гостей, соседей и просто незнакомых людей сладостями. И сегодня мы поговорим о сладостях тех, что даруют радость. Самым главным блюдом любой семьи является торт. Так как в Индии жара, то торты суфле. Они не требуют холодильника, и поэтому они в тренде в современном мире. Это самые популярные торты. Торт суфле называется шьям. Шьям означает загадочный, непостижимый. Забегая вперед, скажу, что торт оказался очень нежным и вкусным. На столе стоят пирожные в виде белых роз, которые сделаны из манки, стружки кокоса и винограда. Эти вкусные цветы называются панду в честь так называемого императора мира, который родился очень болезненным и бледным. Панду как раз и означает «бледный», а прославился император благодаря сыновьям, победившим своих врагов. Сладкие шарики, которые называются чудо, делаются из молока, сахара, масла, орехов, изюма и кураги. Еще одним индийским десертом, про который рассказала Марина, стали бурфи. Это мягкие нежные сливочные конфеты с орехами. По вкусу они похожи на белый шоколад, но не такие сладкие. На столе оказались и конфетки из помадки нанди, в состав которой входит жареный грецкий орех и знаменитый индийский сладкий хворост необычной формы. Он называется джаганатха в честь одноименного индийского божества. Как нам рассказали, в Индии есть город, который называется Джаганатха-Пури, в центре которого расположен прекрасный храмовый комплекс.
А мы сегодня приготовим блюдо, которое в городе Джаганнатха-Пури пользуется огромной популярностью и, по словам Марины, продается буквально на каждом углу. И называется эта сладость кхаджи, что в переводе означает «язычки Джаганнатхи». Итак, кхаджи – индийский хворост, язычки Бога, как говорится. Марина, расскажите, что нашим телезрителям понадобится, чтобы повторить этот рецепт? Этот подвиг может повторить каждая хозяйка, даже не имея кулинарного образования, потому что нам понадобится для приготовления тхаджи всего лишь мука, 1 стакан, высыпаю. Также нам понадобится соль, буквально пол чайной ложки, совсем немножко, и буквально сразу же я ее сюда добавляю. Нам понадобится немножко масла. Масло беру топленое, тоже ложечку прям такую хорошую с горкой положила. Также нам понадобится немножко ванилина. Говорю немножко, а пакет огромный, потому что это профессиональный ванилин. Чуть-чуть ванилина. Ну, примерно пол чайной ложечки где-то. Даже четверть. Вот Да, даже на даже кончике четверть. совсем немножко. Понятно. Сейчас мы замешиваем тесто. Для его приготовления нужна только мука, соль, масло, ванилин и немножко воды. 0,3 стакана воды. Замесим тесто. А сахар нам понадобится для приготовления сиропа. Потому что вот эти кхаджи – это хворост, который во фритюре готовится и в шикарном ароматизированном лепестками роз сиропе будут окунаться наши все изделия. Добавив немного воды в наши компоненты, мы приступаем к замешиванию теста. По индийской традиции, перед тем, как начать готовить, Марина сняла с рук и пальцев все украшения. Когда мы месим тесто, есть определенные правила. Чтобы не устать, не мучиться при замешивании теста, тесто месят не пальчиками, не рукой, а всем корпусом. И тогда нам будет легко месить. Как у вас получается это все прямо ловко, и тесто, я смотрю, такое прямо эластичное получается, Да, сразу. очень. Как замешивают тесто? С краев в центр, с краев в центр. Красавчик готов! Тесто нужно завернуть в пленочку или под сырое полотенце положить на 15 минут. После того, как тесто отдохнуло, мы приступаем к его раскатыванию. По правилам это делается от центра к краям. Если тесто у вас немного прилипает, то стол можно посыпать кукурузным крахмалом. В итоге у нас получился большой пласт теста прямоугольной формы толщиной примерно 2 мм. Все наше тесто необходимо покрыть ровным слоем крахмала кукурузного. Ну или муки, что есть, лучше, конечно, Так мы крахмал. нормально посыпаем, вообще очень. Чтобы тесто не было видно даже. Представляете, как мы посыпем? Разровняю, чтобы не было видно теста. В этом залог успешного кхаджи. Раскрываться будет красиво. Нужно сложить тесто примерно 1 сантиметр. Такой вот рубчик. Приплюснуть слегка и продолжаем. И дальше. И так мы должны свернуть весь пласт, да? Да, до самого конца. Заметьте, движения все. 1, 2, 3 в одну сторону. И теперь, чтобы не тратить время и не уставать, в другую. Получилась такая замечательная у нас колбаска или рулетик. Рулет, да. У нас получился рулет. Этот рулет надо разделить на небольшие сегменты. Маленькие рулетики. Размером с пальчик. Одинакового. Одинакового размера все будут. Идеально все получается у нас. Весь самый важный момент будет только при обжаривании изделий. Вот там произойдет чудо. А на рабочей поверхности стола начнем раскатывать эти рулетики. Смотрите, каким образом. Видите, у них все слои как раз состоят из кукурузного крахмала. Да. В этом важный секрет. Кладу шовчиком вниз. Большим пальчиком приплюскиваю. Тыльной стороной ладони придавливаю. И начинаю раскатку производить. Раскатываем рулетики примерно так же, как мы поступали с тестом, от центра к краям. В итоге у нас должны получиться небольшие овалы толщиной 2-3 мм. Таких заготовок мы раскатали около 30, и все они уместились на большом подносе. Следующий этап – это обжарка наших кхаджи в горячем топленом масле. Сейчас мы проверяем его температуру при помощи маленьких кусочков теста. Кидаем тесто и смотрим, всплывает оно или нет. Всплыло. Значит, можем приступать к приготовлению кхаджи. Кхаджи можно жарить по 3 штуки сразу. Пока одна раскрылась, опускаю следующую, вторую. Жду, когда всплывет. Всплыла. Переворачиваю на другую сторону.
7 секунд и начинаю тихонечко шевелить вверх-вниз, поступательными движениями, чтобы все слои у нас раскрывались. На самом деле, конечно, удивительно это все выглядит. Процесс такой завораживающий. Да, очень ловко у Марины все получается. Сразу видно, что человек опытный, натренированный. Какого цвета они должны стать? Золотистые, да? Слегка золотистые, слегка. Потому что в дальнейшем цвет этим изделиям придаст еще сироп. Итак, кхаджи готовы, вынимаю их. Вот они получились у нас такого цвета топленого молока. Прекрасно. Мы их сильно не пережариваем. И вот складываем на поднос, который мы застелили салфетками в данном случае, для того, чтобы, как я понимаю, лишнее масло у нас стекло. Кхаджи готов. И сейчас мы будем готовить сироп сахарный, сахарный. ароматизированный. Сладкий вкус дает нам ощущение радости и счастья. Ну что, приступаем. Да. Закладываем 250 грамм сахарного песка в кастрюльку, 70 миллилитров воды. Включаю огонь. Жду, когда растворится полностью сахар. Кристаллов сахара больше нет. Сироп готов. Добавляем в наш сироп лимонный сок, примерно чайную ложку. Отжимаю. Сиропчик розы. Столовую ложку. Сироп готов, наши язычки готовы. И сейчас, я так понимаю, у нас будет финальная точка, да? Самое финальное. Самая финальная Берем точка. наши уже остывшие изделия кхаджу, окунаем их в сиропчик. И вот так вот поливаем. Поливаю. Сироп должен быть горячим, а кхаджи должны быть остывшими. Вот такая у нас сегодня красота получилась на этой замечательной кухне во всех смыслах. Во-первых, посмотрите, какое блюдо мы сделали. Замечательное. А во-вторых, посмотрите, в каком я прекрасном цветнике сейчас нахожусь. Это вот племянницы Марины, которые тоже увлекаются индийской культурой. Мои помощницы. Да, во всем Всегда помогают, везде. да. А мы, ну что ж, давайте попробуем, что же у нас получилось, да? Конечно, лучше, как сказала Марина, если они у вас где-то еще полежат перед тем, как вы будете подавать это гостям часа 4. Ну, чтобы сироп лишний чтобы стек. сироп. Язычки оказались очень нежными, хрустящими и вкусными. Благодаря подобранным ингредиентам и сиропу из лепестков роз, и вкус выгодно отличается от многих других подобных блюд. В память о нашей встрече, об этом замечательном рецепте, который вы нам сегодня рассказали и сделали все с такой любовью, знаете, с таким трепетом. Это действительно поистине вкусное блюдо получилось. Я хочу подарить вам нашу фирменную кружку проекта, пусть она остается на вашей кухне и напоминает вам о нашей встрече. Спасибо, дорогие друзья, и вам, и вам, и вам, и, конечно же, вам. Мы также хотим подарить вам в ответ маленький небольшой подарок, но очень важный – это бездрожжевой хлеб. И как думаете, почему он такой? Да, он, кстати, такой прям желтенький, наверное. Куркумой. Куркума, Да. конечно. Куркума это специя, очищает кровь и крайне полезно как раз таки в чудесно. Вы выпечке. сами это выпекаете, да? Сегодня Потрясающе. утром испек у меня супруг. Потрясающе, А еще замечательно. книга Да. «Как приготовить данный хлеб». Отлично. Это наша книга, мы с супругами сдали ее. Вот девочки Какие у нас молодцы. дегустаторами являются Да. этого хлеба. Мы от всей души благодарим Марину и всех ее друзей, которые помогли нам в организации съемки сегодняшней программы. А наш проект «Удмуртия со вкусом» на этом не останавливается. Впереди нас ждет еще несколько интересных и познавательных кулинарных программ. До скорой встречи, дорогие друзья!